Салому алейкум, дӯстон, бародарони азиз, падарону модарони гиромӣ. Бо шумо ҳастам Салим Султонзода. Дар барномаи имрӯзӣ 60 дақиқа, агарчи мо мегӯем 60 дақиқа, аммо мавзӯъҳое ки ҳафтаи охир мо ҳама пеш мебарем, мавзӯъҳои хеле доғ ҳастанд ва аз ҳамин сабаб шояд ки аз 60 дақиқа ҳам зиёд гузарад. Ба ҳар ҳол мо ин барномаро омода кардем, пеш аз ин эълон ҳам гузоштем ки ин ба кадом мавзӯъ рабт дорад. Умедворам ҳамагӣ хубу саломат ҳастедтон. ҳами шуморо ба ин студия, яъне ба ҳамин барнома хушомадед мегӯям ва умедворам ки ҳами шумо обуна шудан ва дигар дӯстонро таклиф карданро фаромӯш накардед, чунки мавзӯъи муҳим аст. Мавзӯъи муҳоҷират хеле як мавзӯи вазмин барои мо тоҷикон ҳастад, яъне хонаводае нестааст ки шояд ғайр аз як 15-20 хонавода дигар хонаводае набошад ки дар он муҳоҷир набошад, надошта бошад. аз ҳамин сабаб мо имрӯза мавзӯъро айнан барои ҳал кардани мушкилоти муҳоҷирон роҳандозӣ кардем. дар ин канали Паймони Миллии Тоҷикистон мо ду меҳмонро даъват кардем. Меҳмонҳо ҳастанд рӯсзабон ва аз ҳамин лиҳоз ман ҳам ҳарфамро бо забони русӣ мегӯям. баъд аз ин меҳмонҳо, бо ин меҳмонҳои рӯсзабон мо 1 соат барномаро давом медиҳем. баъд аз 1 соат меҳмони дигари мо ҳуқуқшинос, роҳбари фонди Бузургмеҳр Ёров Ҷамшед Ёров ворид мешаванд ки با онҳо бо забони форсӣ, яъне бо забони модари худамон ҳарф хоҳем гуфт. Дӯстони азиз, ҳоло ман акнун мегузарам ба забони русӣ. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на нашем канале Паймон Лайф мы будем говорить о проблемах таджикских трудовых мигрантов, которые находятся в России в данный момент. После событий, которые произошли недавно в Москве, жизнь трудовых мигрантов, можно сказать, поменялась. Она была, конечно, нелегкой, но после этих событий она поменялась в худшую сторону, к сожалению. Для начала этой передачи я хочу первым делом выразить свои соболезнования тем семьям, которые потеряли своих близких в результате теракта, который произошло в Подмосковье, в Москве. И также хочу выразить, чтобы, дай Бог, побыстрее выздоровели все те, кто пострадал, и чтобы такое происшествие нигде в мире не случалось. Это такие акты, террористические акты, которые несут смерть, несут кровь, несут страдания. Она неприемлема нигде в настоящее время. В нашем мире оно не должно быть нигде. Ни в Москве, ни в Киеве, ни в Душанбе, ни в Брюсселе, ни в Париже. Нигде. Оно не должно быть нигде. Нет терроризма, нет смерти, нет кровопролития. Так, дорогие друзья, наша тема – это миграция. И я сначала хотел бы всех вас попросить ставить лайки, поделиться с этим ссылкой этого канала, чтобы другие ваши друзья, другие трудовые мигранты услышали, увидели. И если у них возникают вопросы, вы напишите в комментариях. Техническая группа, которая сидит в студии, она нам передаст эти ваши вопросы, ваши пожелания. Мы обязательно нашим гостям их озвучим. Итак, наши гости сегодня являются всем известная правозащитница Валентина Чупик. Она, как сама сказала, выразилась, является гражданином Узбекистана, но для нас всех, и таджиков, и узбеков, и киргизов, и всех трудовых мигрантов, она не чужая. Мы ее знаем еще много лет. Ну, когда я говорю мы, значит, мы таджики, мы трудовые мигранты, мы знаем ее еще долго. Она очень нам во всем помогает с трудовыми мигрантами, за это я ей очень благодарны. И приветствуем вас, Валентина. Добрый вечер, если его так можно назвать. Работы очень много. Приходят порядка 1000-1200 обращений в сутки.
Из них порядка 800 касаются незаконных задержаний. 30-40 в день – это избитые полицией и Росгвардией, и, возможно, ФСБ. Порядка 350-400 – это люди, которых держат в пыточных условиях, например, во дворе по 18 часов без еды, воды, туалета. Хорошо. Жизнь такова сейчас. Печально, очень печальная новость. И разрешите мне представить второго нашего гостя. Это тоже правозащитник из Калмыкии, но он тоже сейчас, как мы, к сожалению, можем сказать, эмигрировал из России. Это наш друг и очень близкий знакомый Эренцем Долян. Наверное, таджикским трудовым мигрантам, таджикским зрителям этот человек может быть неизвестен, но поймите, поверьте, он из нашего круга, можно сказать, и его боль тоже такая же боль, как и у нас. И я вас приветствую, Эренцем, вы меня слышите? Голос не слышно вас, Эренцем. Да, извините, я забыл включить микрофон. Здравствуйте, Салим, здравствуйте, Валентина и все добрые люди, кто смотрит данное видео. Конечно же, я присоединяюсь к тем, с тем, что данное происшествие, преступление – это ужасное преступление, которое не должно быть нигде. И, конечно же, мы все обеспокоены судьбой всех мигрантов, которые прибывают в Россию из Таджикистана, в том числе и из других бывших регионов СНГ. Ну и также в эту категорию попадут нерусские россияне. Поэтому вот эта вот волна агрессии, ксенофобии, расизма зацепит всех нерусских людей. Понятно. Я поэтому вас и пригласил, как вы являетесь гражданином России, россиянином, как вы сказали, но другой национальности, кроме русского. Но наша цель, сегодняшняя цель передачи программы – понять проблему и помочь мигрантам, как им быть. Для начала я бы хотел узнать у вас, услышать у вас, может быть, начнем с Валентины. Скажите, пожалуйста, вот то, что случилось в Москве, как вы это принимаете и какие последствия они могут иметь на трудовых мигрантов? Пожалуйста. Я не специалист по терроризму, по противодействию терроризму, по антитеррористическим расследованиям, поэтому мне сложно что-то сказать. Я могу говорить только о личных впечатлениях. По моим личным впечатлениям, люди, публичные пытки которых показали по телевидению, не выглядят террористами. Но это, еще раз говорю, мои личные впечатления. Я не судья, я не следователь, я не имею доступа к этим материалам, и я не могу об этом говорить квалифицированно. Просто вряд ли будут так пугаться крови люди, которые только что убили сотни других людей. А эти люди явно пугаются. Те вопросы, которые им задают, только одного человека спрашивают, он четко говорит про то, что он стрелял, остальных спрашивают цель въезда по миграционной карте, как долго находился в Москве, где жил, и при этом бьют. И такие вопросы можно задать кому угодно, они никак не квалифицируют причастность к теракту. Какие последствия для мигрантов? Мы их уже видим, и не только для мигрантов, мы их видим для всех лиц неславянской внешности. У меня и калмыков полно заявителей среди этих задержанных. Всякий человек, который не является синеглазым блондином, сейчас находится в большой опасности в Российской Федерации. Задерживают массово, массово избивают и фальсифицируют административные правонарушения, которых вообще нет, приписывают отсутствие миграционного учета, забирая людей из общежития, где они стоят на миграционном учете, приписывают работу без патента, забирая их с места работы, где они работают официально с патентами, приписывают
неподчинение законным требованиям сотрудников полиции после того, как избили мигрантов, для того, чтобы оправдать это избиение и для того, чтобы засунуть человека на 15 суток в спецприемник, чтобы он не мог травмы снять, чтобы он не мог жаловаться. Или депортируют его принудительно для того, чтобы он сидел в депортационном спецприемнике и, опять же, не мог обжаловать. Последствия дальние. Если не произойдут резкие перемены на украинском фронте или не произойдут какие-то еще резкие политические перемены, то можно ожидать постепенного ужесточения миграционного режима и попытки превратить Россию в страну миграционного рабства, официально узаконенного. Если перемены в политическом плане или на фронте резкие произойдут, то о мигрантах немедленно забудут. Я уверена, что это никакого отношения к теракту не имеет. Это, как всегда, российские власти пытаются имитировать правоохранительную деятельность вместо того, чтобы заниматься правоохранительной деятельностью. Ясно. Вы вот сказали, что они как бы на террористов не похожи. Но на первое впечатление это так, но если в любом демократическом стране мы могли бы сказать, что это суд решает, виноват он или не виноват. Но, к сожалению, судебная система в России всем нам известна. А судебной системе, это я хочу обратиться к вам. Что вы можете сказать о судебной системе России? Как оно будет вести дело вот этих 4, может быть, 8, уже 11 человек, наверное, задержанных по этому делу, по Крокус-Сити? По вашему мнению, суд будет объективным или... Ну, ваше мнение. К сожалению, я, наверное, разочарую всех, кто ожидает от суда какого-то объективного подхода к данному делу. И учитывая опыт всех предыдущих, у меня не поворачивается язык, да, правозащитных каких-то действий от российских властей, потому что ее просто нет, да? Никакой правозащитной деятельности, а те правозащитные организации, которые существовали до этого времени, мы все знаем, то, что они просто не могут работать в полную силу. Их работа натыкается на бюрократические препоны, на административные барьеры, и все в этой стране, в этом государстве говорит о том, что это дело будет просто состряпано, как в сталинские времена. Да что там говорить в сталинские времена, вот как в 90-е, 2000-е годы. Ясно. Хорошо. Послушайте, вот теперь я у вас хочу спросить, и Валентине тоже, и у вас, Дамьян. Когда мы вот видим первые видео, когда опубликовались о задержании подозреваемых вот этих 4 таджиков, как мы посмотрели в телеграм-каналах, вот в Фейсбуке, во всех социальных сетях, они кружатся до сих пор. Явно все видят, как вот при задержании используются пытки. Да? Даже ухи там резают человеку, уши резают. Это вообще, я не могу себе представить. В детстве, в нашем регионе, вот, наверное, Валентина знает, собакам, которые идут с пастухами, им специально отрезали ухо, чтобы они, когда в горах дрались с волками, да, чтобы они, эта точка, она не мешала вот эти уши, хвост.
Когда я это смотрел в детстве, мне это было больно не по себе, почему животному делают такое, да? А тут взяли человеку, отрезали ухо. Кто делал? Не бандиты, скажем так, а правоохранительные органы, люди у власти. У другого, например, избито лицо вообще уже, можно сказать, кривое стало, да? Один на каталке привезли в суд. Суд это все видит. Ну, никто не обращает внимания. По-вашему, почему это все происходит? Почему вот эта власть, российская власть, вот это все она при задержании использует пытки, и это еще при задержании, что будет при следствии, это еще неизвестно. И почему это все сливается в эфир, в интернет? По какой цели это все делается? Пожалуйста, кто? Да, Валентина, пожалуйста. Здесь два вопроса на самом деле. Первый вопрос. Почему используются пытки? Да не почему, потому что так принято в Российской Федерации, в наших с вами родных странах это тоже очень даже принято. Пытками раньше выбивали показания, но сейчас даже и выбивание показаний особенно не требуется. Можно написать что угодно, попытать человека, и все на этом. Почему используются такие пытки, например, как держание людей на ногах во дворах на холоде по несколько суток без еды, воды и туалета? Да потому что безразлично сотрудникам полиции, сотрудникам Росгвардии, сотрудникам ФСБ судьба других людей. Они их за людей не считают, они принимают за людей только себя. А вот другой вопрос – это почему опубликовано это все? Yeah. Я думаю, что оно ориентировано не столько на мигрантов, сколько на россиян. Я думаю, что это предложение россиянам понять, что больше никакой закон не работает, что если они попадутся так называемым правоохранительным органам России, то с ними поступят точно так же. И понимать, что вот так это будет, и это безнаказанно. И вторая часть в этой истории, что можно травить тех, кто на тебя не похож, абсолютно безнаказанно, потому что это поощряет государство. Понятно. То есть все, кто не согласен с политикой Кремля, и россияне в том числе. Даже не вопрос согласия с политикой Кремля. Тут, например, если человек не согласен, что у него из бумажника выгребают все деньги. Даже так. Ну, бандитизм это по-другому не назвать. Да. Дорогой Еренсен, вот вы, если я не ошибаюсь, когда были в России, как бы были оппозиционером, да, можно сказать, политическим активистом у себя на родине. Вот скажите, пожалуйста, вот эти все видео, да, которые вы посмотрели при задержании, оно вам что-нибудь говорит, как, скажем так, как и россиянину, и как оппозиционеру? Что оно вам дает? Какой сигнал, какой посыл в этих всех действиях? Ну, я думаю, опять же, все это делается, ну, преследуется несколько целей, да? Первая цель – это, конечно же, устрашение всех, демонстративно показать людям, как мы можем жестоко с вами обращаться, не имеет значения, какое преступление вы совершили. В Калмыкии Алтана Ачирова, тоже активиста и борца за справедливость, также задерживали очень жестоко. На него накинули удавку и, снимая на камеру, выбивали пароль, доступ к телефону и компьютеру. Тогда, это было вот 2 года назад, мне казалось это чудовищным, было столько возмущения, но сейчас это как бы акции, действия одной стороны, да? То, что задержали
у террористов, ну, в кавычках, да, я еще не знаю, никто еще не знает, на самом деле эти люди преступники, хотя и вроде бы как предписано то, что подобные подозреваемые могут быть задержаны жестко, но не жестоко, да? О такой жестокости я и не подозревал. Конечно, отрезанное ухо – это из разряда варварских действий. Ну, в общем-то, оно ставит это государство вот в один ряд со средневековыми странами, Фашистская, где пытки были абсолютно законны. Ясно. Хорошо. Вот в свое время в Таджикистане у нас в Таджикистане, вот Валентина хорошо знает, у нас пытки тоже они применяются и при задержании, и при расследовании, про электрический стол, про это другое, про голодомучие, там даже дело идет, извиняюсь за выражение, насилования. Ну, это даже вот когда-то одну женщину задержали, ее посадили, дальше вот один блогер проправительственный вышел и сказал, что там женщину в тюрьме насилуют каждый день. Ну, это было признание правительственного блогера. Ну, такое, чтобы уши резать, ну, это вообще, это... Я думал, что это в прошлом, вообще в прошлом, но это вообще ужас. И при таком случае ни омбудсмен России, ни омбудсмен Таджикистана все никак не реагирует. Ни правительство Таджикистана, которое обязано защищать своих граждан, хотя бы он, или, допустим, он преступник, террорист, но до суда, ну и после суда пытки не должны быть. Ни правительство Таджикистана, ни омбудсмен России никак не реагировали на все это. Как, по-вашему, почему выбрали именно таджиков, Валентина? Это почему неправда. Выбрали именно? Неправда. Вот это вообще вранье. Да. Совсем вранье, понимаете? Таджики на 4-м месте в среде пострадавших. На 4-м, на 1-м узбеки. Да. Вчера, ну, извините, вчера нам поступило это сообщение, но началось это все 27 марта. В Балашиху, в общежитии, где живут строители строительного комплекса «Самолет», они работают официально, у них есть патенты, они зарегистрированы в общежитии, где они живут. Ворвались сотрудники Росгвардии. Они избивали живущих там узбеков, там таджиков было 2 человека, а узбеков там было 76. Так вот, они всех избивали железной арматурой. Избивали так, что одному из узбеков выбили глаз. А второму узбеку сломали руку, одну руку в 3 местах. Он кричал, а ему продолжали бить арматурой по этой руке. Это не имеет отношения к таджикам. Это обыкновенный расизм. И расизм не различает узбеков и таджиков. И не пытайтесь придумать, что ваше правительство единственное не защищает. Ничего подобного. Таджикское правительство по сравнению с узбекским замечательно защищает своих граждан, прекрасно защищает. Узбекское правительство просто плевать хотело. Ваши хотя бы на ковер вызывают посла. Ваши... ну, в последнем случае не было такого. Посольства постоянно пишут ноты протеста. Ваше посольство регулярно оплачивает адвокатов для своих граждан. Ваше посольство регулярно ездит в места массового задержания. Ничего похожего не делают ни посольство Узбекистана, ни посольство Кыргызстана. Поэтому не надо возводить напраслину на свое правительство. У вас руководитель, диктатор, тиран, и его давно пора свергнуть. Но это не значит, что он самый худший тиран. И это не значит, что таджики самые несчастные мигранты. Это неправда. Таджики в смысле защищенности со стороны государства в наилучшем положении из стран Центральной Азии. В наилучшем. Так. Подождите, Валентина. Вот я то, что информацию беру, я в социальных сетях. Вы специалист в этой теме, все вам пишут, вы хорошо осведомлены ситуацией. Но то, что мы видим в социальных сетях,
Это большинство таджики, другие не пишут. Это культурно обусловленное таджикское народное нытье. У таджиков, к сожалению, очень популярно быть самым несчастным человеком на свете. А у кыргызов популярно быть крутым мачо. Поэтому кыргызы никогда не жалуются, а таджики жалуются непрерывно. Что бы с ними ни происходило, они жалуются все равно. А узбеки как раз посередине между мачизмом кыргызским и таджикским нытьем. Это культурные особенности. И в соцсетях вы видите не реальную ситуацию, а культурные особенности. А реальную ситуацию мы видим по количеству обращений. У нас как от таджиков, так и от узбеков по трети обращений. 33% Может быть, таджики вам мало обращаются, Валентина? От граждан Таджикистана. Так вот, граждане Таджикистана ноют по каждому поводу, по каждому. А граждане Узбекистана обращаются тогда, когда у них есть реальная проблема, которую они сами решить не могут. Так что мы очень хорошо различаем таджиков и узбеков именно по культурным особенностям. Ну, тогда в таком случае, вы говорите, таджики, они много жалуются. Почему именно выбрали таджиков для этой, скажем так, для задержаний? Ну, не знаю, может быть, они на самом деле, они в этом причастны, но я не знаю. Я думаю, что их выбрали, в частности, из-за того, что они много жалуются. Я думаю, что российская ФСБ хотела произвести впечатление большим нытьем. И зная о том, что будет большой вопль со стороны таджиков, они это сделали. Они знали, что от кыргызов последует скрывание всего на свете, а от узбеков последует обсуждение в среде своей семьи, но не публичное обсуждение. А от таджиков последовало очень публичное обсуждение. Они пытались популяризировать эти пытки. Они пытались показать, что они могут вообще все. Да, им вот именно это удалось показать, что они могут сделать вообще все и остаться безнаказанными. Это уже информация, мне впервые я слышу, но это уже говорит о чем-то другом, что надо подумать. Спасибо за такой ответ. Это я не буду спорить таким вопросом, потому что вы специалист в этой теме. Я только хочу узнать в реальность. Вот, Эренсен, скажите, пожалуйста, как реагирует на эти последние события российская оппозиция? Активисты, российские активисты, скажем так, они как вот это все принимают? Ну, вы, думаю, у вас есть свои контакты, между собой разговариваете. Ну, скажем, хотя бы граждане России, как они на это все смотрят? Ну, теракт, да, осуждаем. Теракт осуждаем. Я имею в виду вот это задержание. Конечно же, я общаюсь в основном в своем круге людей, которые разделяют мои позиции. И, естественно, они осуждают, взволнованы и понимают то, что теперь под удар ставятся все нерусские народы. Само вот это вот видео задержания, конечно же, показывает то, что есть много вопросов. И, естественно, так же, как и я, не верим в то, что вот эти вот испуганные ребята смогли совершить такое преступление. Там много нюансов, нестыковок, вопросов. Просто, действительно, об этом нужно говорить и вести расследование. Вот только что Валентина сказала, что вот эти пытки, они перенаправлены в первую очередь для самих россиян. Вы тоже так считаете? Чтобы запугать оппозицию? Да, я тоже думаю, я разделяю эти мысли, потому что показывать на публику такие зверства, пытки, еще рассказывать об этом не просто там по слухам, да,
а именно на официальных каналах, блогеры, которые насчитывают у себя миллионы подписчиков, конечно же, это сделано с той целью, чтобы запугать и показать людям, вот так мы можем, вот мы такие. У нас нет никаких границ для того, чтобы сделать с вами все, что мы захотим. Ага. Я знаю, Эрнсон, вас как человека, сторонника Украины, который очень болеет за этот народ, за эту страну. Все люди, я думаю, адекватные, они в этом направлении переживают за Украину. Вот скажите, пожалуйста, почему российская власть, она хочет, чтобы вот это преступление, которое произошло, вот этот случай, да, вот этот теракт, привязать к Украине. Они хотят найти след Украины. Если такого следа нет, они хотят придумать что-то такое. Почему они... Да, в чем почему выбрано вот это все? Формуле, и различные версии, схема. их различные версии, неуклюжие версии, свалить все на Украину, конечно, не скрыть. Это все видно невооруженным глазом, как говорится, да? Во-первых, нормальные люди сразу понимают то, что ветер будет дуть именно в сторону Украины, ветер подозрений, ветер обвинений. Но мы сразу отмели эту версию, так как Украине это совершенно невыгодно. Во-первых, да, действовать вот такими методами, убивать мирных людей. Мы знаем то, что Украина атакует российские территории, но эти атаки идут на значимые, важные объекты, военные объекты, либо нефтеперерабатывающие заводы. Стратегические объекты, которые они служат для продолжения войны. Если Украина будет увлечена в подобных действиях, террористических действиях, то, конечно же, они дискредитируют себя в глазах всего остального цивилизованного мира. Да. Им невыгодно. Россиянам, путинской власти выгодно то, чтобы обвинить и показать всем, какие вот украинцы до чего опускаются. Ну, естественно, нормальные люди, и тем более западные политики, конечно же, не верят, и они знают причину и заказчика, вероятного заказчика, да. Ясно. Хорошо, спасибо вам за ответ. И вот я скажу свое мнение, думаю, вы подтвердите, вы потом скажете свое. Я думаю, что вот и выбрали таджиков именно для этой операции. То, что теперь идет как бы мигрантофобия, и это было раньше. Думаю, что это все идет к тому, чтобы призвать вот этих трудовых мигрантов служить в рядах российской армии. Это сделано специально. Это мое мнение личное, что это специально все организовано, чтобы как бы всех трудовых мигранты перед выбором, если я, например, трудовой мигрант, приходят ко мне правоохранители и говорят: Салим, или мы тебе уши режем, да, или ты пишешь заявление о добровольном присоединении и пойдешь на фронт. Какой я должен выбрать? Или без уха оставить, или мне надо идти воевать за Россию, подписывать контракт. Можно ответить? Я так думаю. Можно ответить. Этот выбор да, конечно, пожалуйста. Сделали. Этот выбор мигранты уже сделали. Угу.
в сентябре-октябре 22 года, когда была эта частичная мобилизация, мигрантов активно, принудительно, с помощью пыток, подключая к гениталиям электрошокеры, избивая, укладывая в ласточку. Я думаю, вы знаете, что это такое. Это когда запястья и ступни скованы наручниками, и человек лежит на животе. Этими способами, а также обманом мигрантов массово пытались закинуть в российскую армию. После этого была серия похищений из колоний, откуда вывозили просто всех неславянской внешности заключенных. Это все было. Но мигранты, поняв, что происходит, спасибо, низкий поклон СМИ Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, которые тогда включились в нашу адвокаси-компанию и рассказывали эти истории. Спасибо им, мигранты стали выбирать кратковременные пытки, а не гарантированную смерть в Украине. Так что этот выбор мигранты уже сделали. И больше их перед таким выбором ставить бесполезно. Они уже сделали выбор. Но мы знаем сейчас, что по статистике таджики, которые идут получать гражданство, я сразу говорю о таджиках, потому что я сам таджик. Таджики, которые первое место паспорта, получают повестку. Они получают иногда повестку раньше, чем паспорт. То, что реально нужно сделать, нужно отключить в Таджикистане российское телевидение и включить интернет. Потому что, к сожалению, ваши граждане абсолютно не понимают, что происходит в мире. Они не осознают, что кроме России есть другие страны. Им кажется, что на свете есть Таджикистан, в котором плохо, и Россия, в которой можно много заработать, и в которой все равно будут бить. И для того, чтобы не били, как им кажется, нужно получить российское гражданство. А еще таджики верят в то, что не нужно платить патент, и если стать гражданином России, то можно будет не платить за патент. В Таджикистане не сформировано осознание налогоплательщика. Они не понимают, что если они будут гражданами России, то налоги с них будут на 6,5% больше, чем пока они платят патент. До них не доходит, что работодатель будет с их зарплаты забирать больше, чем сейчас они отдают сами. Поэтому происходит зомбирование российской телепропагандой, отсутствие альтернативных источников, отсутствие сознания налогоплательщика и великий таджикский оптимизм. Таджики верят, что все случится с их соседом, с их братом, но не лично с ними. Вот, вы правы. Да. Все может случиться, но не со мной. Да. Это с другим. Хорошо, ясно. Теперь, теперь скажите, пожалуйста, перейдем к второй части нашего разговора. Что делать что делать трудовым мигрантам? Как им защититься в этой трудном положении? Какие советы вы можете дать? Пожалуйста, кто? Защититься фактически нельзя. Можно постараться свести ущерб к минимуму. Значит, что нужно сделать прежде всего? Нужно заготовить смс-ку, избранное сообщение в WhatsApp, в Телеграме, в Вайбере, в ИМО, где написать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, гражданство и написать «задержан в отделе полиции» и оставить дырочку. И когда вас будет, не дай бог, задерживать полиция, вероятность этого очень большая, нужно быстренько написать отдел полиции и отправить эту смс-очку мне или кому-то из моих коллег. Мы в порядке очередности, но мы очень быстро приходим на помощь. Как правило, от нескольких минут до получаса мы приходим к вам на помощь. Второе. Пожалуйста, не покупайте регистрации, которые есть в базе и которых нет в базе. Совершенно не важно, есть ли в базе купленная вами регистрация. Важно, что вы там не живете. Сейчас повально заводят уголовные дела по части 3 статьи 327 УК РФ за использование заведомо недействительных документов. Ваша регистрация недействительна, если вы по этому адресу не живете. Поэтому лучше никакой регистрации, чем купленная.
То, что регистрация купленная, видно очень хорошо. Купленные регистрации, они массовые. А регистрации на адресах, где зарегистрировано больше 10 человек, в базе данных в ЦБДУИГе обведены красной рамочкой и пульсируют. Поэтому очень хорошо могут определить, что вы там не живете. Не надейтесь скрыться. Поэтому не покупайте. Сейчас вы имеете возможность и имеете право зарегистрироваться сами там, где живете. Нужен только договор аренды, копия паспорта собственника и выписка из реестра недвижимости. Это получить не так сложно, и вы можете зарегистрироваться. Третье. Ко мне обратилось уже несколько таджиков с смешным абсолютно выводом. Если Российская Федерация так плохо с нами поступает, наших соотечественников пытает, дискриминирует, задерживает массово, то мы за это отомстим Российской Федерации и не будем платить за патент. Ну, крутая, конечно, месть. Проблема в том, что если вы не будете платить за патент и вас поймают на работе, или вы не будете платить за патент, срок оплаты патента закончится, то регистрацию вы продлить не сможете, и вас депортируют на 5 лет. Интересно, что вы будете следующие 5 лет делать в родном Таджикистане с учетом того, что ваша экономика на 40% зависит от поступления мигрантов. Поэтому, пожалуйста, не нарушайте закон, платите за патент. Третье. Пожалуйста, не расписывайтесь в документах, содержание которых вы не понимаете или вам не дали их прочитать. И надо написать «не понимаю». Можно написать это на родном языке и расписаться. Просто отказываться от подписи не выход. Нужно написать либо «не согласен», либо «не понимаю» и расписаться. Это можно сделать на родном языке. Такие документы станут недействительными. Четвертое. Пожалуйста, как можно меньше сейчас посещайте мечети, и тем более не посещайте молельные дома и официально не зарегистрированные мечети. Там может быть абсолютно любая провокация, и может быть без всякой провокации вас просто загребут и увезут и припишут вам экстремизм. Хороший мусульманин – это не тот, кто молится в мечети. Хороший мусульманин – это тот, который исполняет все заветы Аллаха. Понимаете? Вам важно быть добрым человеком, вам важно заботиться о своих близких, вам важно поддерживать людей, вам важно давать садака. Вот это намного важнее, чем пойти в мечеть в пятницу. Прям сильно важнее. Те, которые имеют бороду, пожалуйста, отрастите себе маленькие аккуратненькие усики. Когда у вас нет усов, а есть борода, вас однозначно квалифицируют как террориста. Это никакого отношения к терроризму не имеет, но это так. Нужно понимать, в каких реалиях вы живете. Поэтому отрастите усы, пожалуйста. Женщины, пожалуйста, используйте не хиджабы, а платок, закрывающий все, что положено закрывать, и высокую водолазку. Вы точно так же закроете весь свой аурат, но вы не вызовете на себя ненужную агрессию. Просто ведите себя так, чтобы это было безопасно. И при безопасном поведении просто у вас меньше шансов подвергнуться пыткам. А если что-то плохое все-таки происходит, сразу же обращайтесь к юристам. Сразу мы помогаем бесплатно. Мы никогда не берем ни одной копейки. Ни сперва, ни потом, вообще никогда. Мы просто защищаем вас. Ну, я это делаю из христианских соображений. Мои коллеги это делают из мусульманских соображений, из буддистских соображений. Мы это делаем, потому что это наша совесть. У меня все. Спасибо вам. Спасибо вам за эти слова, да. Вот ваши рекомендации были, они, думаю, они пригодятся, они услышат вот эти наши мигранты. А вот что вы могли бы порекомендовать нашему правительству? Вашему правительству я рекомендую срочно умереть. Вот честно, правда. Исправить это правительство невозможно. Это просто уже патология, она развилась настолько, что там перспектив нет.
Я не думаю, что ваше правительство можно свергнуть насильственным путем, и пришедшее на его место правительство станет лучше. Мы все прекрасно помним опыт гражданской войны в Таджикистане. Кошмарное было правительство, правда, до того, как началась гражданская война. А следующее было лучше? По-моему, нет. А еще следующее в лице Рахмона было лучше? По-моему, было хуже. Поэтому... Но вы только что сказали, что Таджикистан самое лучшее правительство к отношению соседей. Знаете, все познается в сравнении. Таджикистан самое лучшее правительство по отношению к своим мигрантам. Таджикистан не самое лучшее правительство по отношению к своим национальным меньшинствам, к памирцам, например. Таджикистан абсолютно не лучшее правительство в отношении своих границ. Не то, что происходит с Китаем, не то, что происходит с Кыргызстаном. Это не нормальное поведение правительства. Согласитесь, да? Все в сравнении, все относительно. Относительно чего-то, да. Я с этим вам согласен. А вы можете привести пример, что вот посольство или правительство Таджикистана как бы помогало трудовым мигрантам? У меня их сотни. Я близко сотрудничаю с вашим посольством в Москве. Правда, у меня этих людей сотни, которым они помогают. Если у меня какие-то эксцессы с таджиками, там, я не знаю, 42 человека держат во дворе 18 часов, не кормят, не поят, я просто пишу вашему генконсулу, и через максимум 2 часа кто-то из сотрудников вашего посольства находится в этом отделе полиции. Если вашего мигранта избили, допустим, и сфальсифицировали на него дело о неподчинении сотрудникам полиции, у меня десятки кейсов, когда ваше посольство заставляет ваших таджикских бизнесменов оплачивать ему адвоката и предоставляет хороших адвокатов. Подождите. Почему бизнесмен должен оплачивать адвоката? Абсолютно не должен, вообще не должен. А почему, если у нас есть, допустим, кыргыз пострадавший, которого точно так же избили и сфальсифицировали на него дело, то абсолютно никто не оплачивает ему адвоката. Вообще никто. А мы не можем... Ни правительство, ни бизнесмены. Да. А мы не можем туда войти, потому что там требуется лицензия уголовного адвоката, а у нас организация из мигрантов состоит. Почему человек должен остаться без помощи? Да, это нехорошо, абсолютно нехорошо, это по отношению к бизнесменам, вообще нехорошо. Но это прям очень хорошо по отношению к трудовым мигрантам. Прям очень хорошо, потому что кто-то им помогает. И в конце концов посольство не выкручивает руки этим бизнесменам. Они оплачивают это для того, чтобы хурмат иметь, да? Для того, чтобы быть в близких отношениях с начальством. Лучше быть в близких отношениях с начальством через оплату адвокатов, чем быть в близких отношениях с начальством. Это хорошо, конечно, помогать мигрантам, но это тоже как бы взятка, да, типа мы делаем услуги за услугу. Да. А если ничего нет, то это хуже. Да. Значит, получается, я по вашим словам, что правительство, посольство, скажем так, в таком случае ничего не делает, но других заставляет, чтобы он не делал. Нет, вы абсолютно искажаете мои слова. Я вам в самом начале сказала. Поэтому я хочу сказать, они выезжают на место, если у вас массовое задержание. Это первое, что я сказала, правда? Я сказала, что они пишут ноты протеста. Да, вызывают на ковер. Вызывают на ковер. Вот это они делают реально. Да. Это то, что они делают. И еще они ваших бизнесменов заставляют давать помогать мигрантам. Все, понял я вас. Помощи мигрантам. Я вас понял. Теперь я задам вопрос Эренсану. Как гражданину России. Вот националисты говорят, что таджики, все трудовые мигранты, они как бы забирают их рабочие места. И одна из самых таких их условий, чтобы они хорошо жили, эти скажем так, националисты или там россияне, это чтобы таджики уехали, извиняюсь, я на таджиках запутался, чтобы трудовые мигранты покинули Таджикистан, был визовый режим и так далее. А как вы думаете, это правильно? На самом деле мигранты забирают места, рабочие места россиян?
Ну, мне трудно представить, как таджик может прийти и отобрать работу у россиянина, да? Если таджики работают официально устроены, значит, это выгодно работодателю. Другое дело то, что местные не согласны работать за ту же цену, да, те же условия, но все-таки там есть как бы другие, как-то сказать, да, другие условия, Ага. нюансы, условия для того, чтобы россияне получили работу, да? Естественно, Россия – это коррупционная страна, и работодателю для того, чтобы избежать налогов, да, уйти от налогов, выгодней взять таджиков для того, чтобы сэкономить, так скажем. Ага. Ну, если россиян это не устраивает, то, наверное, нужно лечить не симптомы, а причину. Причину болезни. Да, причину болезни надо, необходимо бороться с этим, необходимо возмущаться. Ну, в настоящее время, конечно, подобные акции будут расценены как экстремизм или что-то подобное. И поэтому, ну, в общем-то, у россиян и в более лучшие времена не было желания активно участвовать в гражданской жизни, отстаивать свои права. Ну, поэтому, получается, вот, сами виноваты, выходит так. Хорошо, понятно. Можно мне добавить? Да, конечно, конечно. Это результат экономической и демографической безграмотности. Такие представления, что нанимать мигрантов более выгодно. Просто мигранты не имеют альтернативы. Надо нанимать кого-нибудь. Эти рабочие места не могут пустовать. В отличие от мест офисного планктона, которые предпочитают занимать россияне. Места уборщиков, места грузчиков, места сортировщиков, места кассиров, места аграрных рабочих, места, я не знаю, строительных рабочих. Россияне занимать не только не хотят, но и не могут. Нету достаточного количества россиян, не нарожали россиян. Демографический переход произошел в России в 1968 году. За это время родилось уже 3 поколения людей, и все эти поколения сокращаются. Их рождается все меньше и меньше. Соответственно, некому просто элементарно работать. Мигрантов нельзя заменить россиянами, потому что не хватает россиян. И какие бы мигранты ни были, хоть они таджикские, хоть они молдавские, хоть они, я не знаю, ганаулские, вообще не имеет значения. Россиян все равно не хватает. И их надо на этих местах заменять. Ну, не хотите заменять на мигрантов, пожалуйста, разваливайтесь. Да. Рабочее место есть, а человек, который хочет работать, его нету. Да. И даже просто человека нету. Не то, что хочет работать, это не вопрос улучшения качества рабочих мест. Просто вот вы не найдете строительных рабочих, там, я не знаю, их порядка, по-моему, 9 миллионов человек, вы не найдете в России 9 миллионов здоровых мужиков. Их нет. Нет. Даже если уволить всех клерков, из них может быть 6-7 миллионов
получатся относительно профпригодными. И все равно будет не хватать 2-3 миллиона. Вот просто будет не хватать. Понял. Значит, без иммигрантов никак в экономике России. Да. Так, последний вопрос к Эренцену. Вот вы уже не находитесь в России. Как вы стали сами мигрантами? Не трудовым, но политическим, скажем так. Как вы видите разницу между Западом, условиях для мигрантов и Россией? В чем разница? Ну, разница во всем. В ментальном, культурном отношении, в экономическом, в социальном. Естественно, здесь вот лично я получаю помощь медицинскую совершенно бесплатно, социальную. У меня есть помощники, которые мне помогают адаптироваться, социализироваться, интегрироваться, да, в новую среду, к которым я могу обратиться за помощью, собрать какие-то документы, записаться, например, на прием к врачу. Я окружен, ну, практически заботой со всех сторон. Я вот сочувствую тем мигрантам, которые находятся в России, для которых незнание языка становится, например, стрессовой ситуацией, и везде можно получить как бы такую негативную дозу отношения не только там на улице, да, но и также и на работе, и в любой другой сфере. Валентина хочет что-то сказать? Хочу сказать, что опять это мигрантофобский миф про то, что мигранты не знают языка, поэтому у них проблемы. Мигранты выглядят так не похоже на идеал полицейского о синеглазом высоком блондине, что у него проблемы. Как бы он ни знал русский язык, его все равно пытаются задержать, ограбить, избить и так далее. 84% проблем, с которыми сталкиваются мигранты, обращающиеся к нам за правовой помощью, это проблемы, связанные с полицией. И только 16% связаны со всеми остальными вместе взятыми. С работодателями связано всего 3%. С местным населением связано 0,2%. Так что это миф. Разница, я задел только... разница то, что говорят, это уже самому полностью. Спасибо вам, Эренцен, что приняли наше приглашение. Вот с вами побеседовали, узнали что-то новое. Думаю, наши трудовые мигранты тоже услышали от вас что-то новое, полезное. И мой последний вопрос тоже Валентине. Может быть, я очень надеюсь, вот честное слово, Валентин, я очень надеюсь, что такое беседы у нас будет еще дальше, только чтобы было полезно мигрантам. У меня других целей, у нас других целей нету. Вот скажите, пожалуйста, Валентина, из России были, скажем так, выдворены два ваших коллегами, скажем так, правозащитников, покойный Карамат Шарипов. Это не правозащитники, они мне не коллеги. Эти два человека мошенники. Эти два человека агенты ФСБ. Эти два человека, Карамат Шарипов и Затуло Холов, называющий себя Иззат ОМОН, абсолютно мне не коллеги. Это очень плохие люди. Вы мне еще скажите, что мой коллега Навальный. Навальный не заслуживал смерти от пыток, но Навальный фашист. Карамат Шарипов не правозащитник, он рэкетир. Иззат Холов не правозащитник, он мошенник и агент ФСБ.
Не надо путать эти категории. Они не правозащитники. Хорошо. Мигранты говорят, что они помогали им. Нет, зайчик, помощь платной не бывает. То, что делал Карамат Шарипов, это была его основная профессия. Он искал мигрантов, которым не платят зарплату. И потом со своими бандюками-чеченцами ехали эти бандюки-чеченцы и выбивали зарплату, долги по зарплате. А мигрантам отдавали в лучшем случае половину. А, как правило, 30%, 25%, а иногда вообще 0%. Ну, посольство тоже так это поступает. Не помощь, это рэкет. Ну, посольство же тоже так поступает. Посольство Таджикистана. Деятельность, вымогательство. Это никакого отношения к помощи не имеет. То, что делал Иззатулло Холов. Он торговал фальшивыми документами. Регулярно я его на этом ловила. Он продавал покойников. Он в нашей группе искал фотографии документов людей умерших и шел в мечеть, собирал на них пожертвования в свой карман. Он брал в посольстве, он брал гуманитарную помощь, делил ее на 4, на 5 частей, раздавал ее мигрантам и собирал деньги на это у других мигрантов. Он врал им, что он им отменит запреты на въезд и продавал им фальшивые документы, что у них якобы отменен запрет на въезд. Их за это сажали. Он регулярно подставлял мигрантов, организуя незаконные митинги. Этот человек, подставщик, никакого отношения к правозащите такая деятельность не имеет. Хорошо. Так, послушайте, пожалуйста. Если вы говорите, он, как бы сказал, вы сказали, что он ходил своими бандюгами, выбивал деньги, какой-то процент отдавал трудовым мигрантам, а остальное себе. Ну, посольство Таджикистана почти тоже так же бизнесмена заставляет, чтобы он помогал мигранту. Вы путаете бизнесменов. Нет, хорошо. Если они агенты... Вы путаете добровольное и принудительное. Хорошо. Если они агенты ФСБ, почему они тогда один в тюрьме, другой умер? Ну, говорят, убили, да? Ну, ладно, покойно. Да, про агента ФСБ Карамата Шарипова я не говорила, я не могу это утверждать, хотя слухи такие были. Про то, что агентом ФСБ являлся как минимум Иззат, у меня сведения абсолютно стопроцентные. Во-первых, он меня регулярно вызывал в ФСБ на беседы. Во-вторых, он регулярно писал на меня доносы в ФСБ, с которыми меня знакомили. Я это знаю не то, что из третьих рук. Я это знаю, как говорится, от него, с его подписей. Я это все знаю. Ну, в вашей среде вы, конечно, хорошо понимаете, хорошо знаете, кто чем дышит. Ваша кухня, я не знаком с вашей кухней. К сожалению, наша кухня иногда отвратительно пахнет. Ну и политики тоже так же. Правильно, Ирина? Вероятно, да. К счастью, я не задействована в политической кухне. Хорошо. Ну, если так сказать, потому как сами мигранты поступают и говорят, я могу поспорить с вами, конечно, но даже за то, что за него там выступали, в митинге участвовали. Скажите, пожалуйста, меня ведь тоже депортировали из России, да? Ну да. Первое, что я сказала, когда меня держали в этом чулане, я сказала, ни в коем случае никому никуда не выходить. Я не хочу, чтобы вас депортировали за меня. Я не хочу, чтобы у вас из-за меня были неприятности. Что сказал Иззат? Выходите все за меня. Почувствуйте разницу. Понимаете разницу, да, между правозащитником и подставщиком? Ну, как говорится, Бог судья. К счастью, в случае с Иззатом судьей получился не только Бог. И вообще Бог осуществляет правосудие на этом свете за счет правосудия земного. Ясно. Спасибо большое вам на этой теме. Мы закрываем сегодняшний вопрос. Я думаю, что будет более какой-нибудь позитивный, так скажем так, конец. Но проблемы есть проблемы. О проблемах надо говорить, чтобы их решить. Если мы будем молчать, не будем говорить, они остаются проблемами. Я думаю, в этом вы со мной согласны. Да.
Спасибо большое, Валентина, что вы приняли наше приглашение, пришли сегодня, побеседовали. Я еще раз повторяю, я искренне говорю, я хочу, чтобы вас еще раз пригласить на этот эфир, чтобы вы больше говорили мигрантам, больше давали инструктаж, скажем так, чтобы они как бы были в безопасности, как бы были защищены в России. И вам тоже большое спасибо, Еринсан, что приняли наше приглашение. Я очень дорожу дружбой с вами. Честное слово, я вам еще самому говорил, что увидев вас, я почувствовал, что я увидел какое родное свое, да? Почувствовал как бы человека, который мне очень близок, хотя мы с вами не были знакомы. Спасибо огромное вам обоим и надеюсь до следующих встреч. Спасибо. Благодарю за добрые слова. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания, Валентин. ана ҳамин буд дӯстон, имрӯза суҳбати мо ба ду омил ҳуқуқи аз Русия. ҳар кас дидгоҳи худашро дорад. ин минбар барои ҳамин ташкил шудааст, ки ҳар кас ҳарфашро гӯяд. албатта оне ки дигар вафот кардааст, ӯ дигар посухашро посух дода наметавонад. ҳоло ҳарфое ки дар инҷо дар бораи Каромат Шарипов гуфта шуд, аммо он нафар Иззат Амон бародари мо ки дар зиндон аст, ӯ ҳам посух дода наметавонад. аммо мардум баҳо метиҳанд, мардум ба ҳар ҳарф баҳо метиҳанд. аммо мақсади асосии мо чи аст? Мақсади мо ҳастааст ки ҳамин муҳоҷирони меҳнатии мо ки дар Русия қарор доранд, мушкилашон сабук шавад. каме бошад ҳам мушкили ҳамаро сабук гардонем, чун дигар наметавонем равем аз дасти онҳо, мисол як гамон белашон гирем, ё наметавонем рафта аз дасти милиса онҳоро халос кунем. ҳаминҳо ҳастанд, ҳамин ҳомиёни ҳуқуқ ки ҳол дар эфир буданд, ҳаминҳо ҳастанд ки ҳадди ақал ҳаракат мекунанд ба як нафар кӯмак кунанд ва мо инҳоро даъват кардем. мақсад ҳамин буд. ва ҳоло агар дар студия Ҷамшед Ёров бошад, марҳамат онҳоро ворид кунед. агар дигар бо дӯстоне ки салом алейкум ако Ҷамшед, садотон нест ако. Салом алейкум, ман микрофона дӯстони азиз, дӯсту бародари моро ҳаматон хуб мешинастон. Ҷамшед Ёров роҳбари фонди Бузургмеҳри Ёров ҳастанд. ҳоло дар ин нафар ҳам мисли мо дар хориҷ, аммо бо ҳуқуқҳояшон, бо гуфтани ҳуқуқҳо, бо шинос кардани мардум бо ҳаққу ҳуқуқҳояшон ба муҳоҷирон кӯмак карда неистанд. аз ин мо хеле миннатдор ҳастем. хушомадед ако. ташаккур барои даъвататон. ман қисмати охири барномаро қисми аввалаша тамошо кардам. одамои нағз хуб, одамое ки дар ҳамин соҳаи мигратсия боз наздиктар кор мекунанд, шумо даъват кардед, фикру ақидаҳошонро пурсидед. он маслиҳатое ки ба муҳоҷирони мо доданд дар асл муфид аст. агар инро иҷро кунанд, як каме беш сабукӣ мумкин шавад ба онҳо. вале вақте ки мисол ҳамин чупик мегӯяд ки ҳукумати шумо кор мекунад, ҳукумати шумо ин хел аст, он хел аст, ман инро он қадар ҳам дуруст ҳисоб намекунам. мумкин ҳукумат ягон кор кунад, не ки як вазифаи ҳукумат ин нишон додани кор аст, ки аҳолӣ як боварӣ пайдо кунанд ба ҳамин ҳукумат ки мо муроҷиат кардем, ҳукумати мо ба мо ёрдам мерасонад, ягон кор мекунад. вале мо инҳо инҷо тавсиқ карданд ки бо ҳамин коре ки мекунанд нисбат, яъне ки нисбат ба дигар сафоратхонаҳо, дигар ҳукуматҳо кор мекунанд нисбат ба онҳо. ҳолон ки дар ҳамун баъзи ҷоҳошам иқрор карданд ки аз ин ҳукумат буданаш мурданаш беҳтар аст. инашам иқрор карданд. не бале относительно гуфти худашон ки относительно не ки дар инҷа айби асосӣ ман боз фикр мекунам айби ҳамин ҳукумат аст. бояд вай ҳамин чӣ хизмате кард, чӣ ёрдаме кард, як сайт дошта бошад, намедонам ягон хадамот дошта бошад ки ҳамин ёрдамҳоро нишон диҳад ки мо ҳамин сафорати мо, ҳукумати мо бас гап назананду. вақте ки пресс-конференсия мешавад, мунтазам фаҳмонанд, ҳуқуқҳояшонро фаҳмонанд, ёрдам расонанд, то ин ки мардум ба Валентина Чупик як бора муроҷиат накунанду мустақиман ба
سفارت زنگ زنم. خیلی نه که ما باور بیشتر به یک حقوقشناسی دیگر دولت داشته باشیم و با سفارت خودمون با نماینده خدمات مهاجرت و مهنت نه، ولی پگاه خدمات گرد که من به همین قدر شخصان یاردم کردم. این عمومی همین کسری حکومت ما هست که همیشه در یک پسی پرده فعالیت میکند، پنهان هست و وابسته به همین بازداشتایی که در وابسته به همین کراکوس سیتی هست. بینید اقلا علاقه همین خیلی خبرها هست که 15 نفر از تاجیکستان بازداشت کرده شده است. کی بازداشت کرده شده است معلوم نیست، نامشان معلوم نیست. حالا که مقامات قدرتی روسیه نام و فامیل بازداشت شده ها رو نشان دادن، گفتن، حتی صورت‌های آنها رو نشان دادن، لاتوکوبام کرده باشن نشان دادن. تاجیکستان درباره این هیچ چیز گپ نمیزند. نماینده و معلومات من علاقه از تاجیکستان روان کرده شده است از پارلمان یک گروهی کلان برای چی نمیدونم، برای که همین معلوم نیست. معلوم هست که روان کرده شده است به روسیه. نیست این آشکار نمیگن، آشکار یگان چیز فعالیتشون فاش نمیکنن که چیکار کرده ایستادن. برای همین هم باوری نیست به اینها. برای همین هم مراجعت شهروندان با خود مقامات تاجیک نیست و با یگان دیگر حقوق شناسان هست. بله، شاید حکومت ما، سفارت ما یک حویچه هست میگه نیکی رو با دست راست کنه، دست چپ نفهمد، میگه همین با همین ریاهی میکنند و کاری که میکنن افیشی رو نمیکنن و مهاجران بیخبرن. یگان کار عموما افیشی رو نمیکنن، همون فقط در همون نشست‌های مطبوعاتی باز هم همون ژورنالیستانی رادیو آزادی یک طلب کرده میگیرن. ببینید همین از همین حادثه های یک هفته پیشین گذشته من فقط برنامه ها و همون رپورتاژ های ژورنالیستان رادیو آزادی رو تماشا میکنم در تاجیکستان. در تاجیکستان درباره این عموما گپ نمیزنن، یگان ژورنالیست فعالیت نمیکند. باور کنید یک مفکوره در حقیقت همین پاسیو ندارند. همین چی گویم، هم تاجیک ها گویم یا که جامعه تاجیکستان گویم، تا بالا یگان چیز نگوید ما یگان فعالیت نمیکنیم. برای که ما همین خیلی تربیه یافتگیم، باید بالا اول یگان کار بزند بعد ما کار کنیم. خدا رحمتی مادرم میگفت که دور شوروی همین خیلی بود. یعنی ما از یگان جا خبری بد نمیشنیدیم در تلویزیون، همه جا فقط همین خوبسندی آبادی است. بعد تازه سیوز ویران شد، بعد فهمیدیم که چرنوبیل کجاست و در ارمنستان زمین جنبیده است و اینقدر آدما ناحق کشته شدند و ما این رقم نگید فهمیدم. از یک جهت خوب است اگر پسیخیکای آدما سوست باشد، مثال مستحکم نباشد، خوبش هیچی نگوییم. حکومت مردم ما عصبش احتیاط میکنن. گفت همین ما نمیفهمیم و واقعا نمیفهمیم. گفت همین والنتینا چوپیک تاجیکو گفت که میگرانت ها چنین فکر میکنن که در دنیا دو دولت هست، یکی از تاجیکستان که کار نیست، دیگری روسیه که کار هست. خیلی میزنن، هیچ گپ نیست، طبیعی است. همه رو میزنن. ما میزنیم شما رو ددفشین میگه که ما شما رو میزنیم چون که ما رو میزدن وقتش بود. خیلی میگرانت ما هم همین خیلی فکر میکنن که بابای ما هم اکای ما هم اوتای ما هم میزدن. خیلی من اکنون نوبتی من شد مکتب میانه رو تمام کردم، خیلی منم میزنم تو پاسپورت گرفتن. اکوی جمشید رو با موضوع میگذاریم. همین کراکوس سیتی هال یک حادثه خونین رخ داد. قریب 140 نزدیک به 150 نفر قربانی شد. چند نفر دیگر زخمی است. بازبین واقعا وضعیت خونین است، حادثه خونین است، بازبین است. اگر همین ما خلاص دیگه به دشمنم هم نمیخوام همین خیلی رو حالا ببینیم تاجیکا بازداشت شدن. بازداشت آنها را آشکارا نشان دادن، در همین اینترنت ها دیدیم. مقامات قدرتی یک نفر گمانبر را گوشش را میبرند، یک نفر دیگر را همین خیلی میزند که روش همون فرمش گم کرده سرش. یک نفر دیگر در همون چی میگو در همون کتالگاه شیشتگی است، بیچاره از روی بعضی خبرها اگه میبخشتن در افیر باشدم بعضی همون عضوای بدنش بریدگی هم دیگر با همون
пешоб ҳам рафта наметавонад аз рӯи хабарҳо. ваҳшоният дар сатҳи олӣ. назари шумо чи аст ба ҳамин коре ки инсоне ки намояндаи мақомот аст, ҳукумат аст, ҳамин корро кард? инҷо як нуқта ҳаст Азако Ҷамшед. мардуми тоҷик умуман муҳоҷирон фикр мекарданд ки бале дар Тоҷикистон шиканҷа ҳаст, ноадолатӣ ҳаст, зулм аст, аммо ҳамин чиз дар Россия нест. дар Россия камтар бошад ҳам демократия ҳаст мегуфтам. Мегуфтем, аммо Россияро ҳам дидем ки аз Тоҷикистон ҳеҷ ҷои камӣ надоштааст. назари шумо чи аст? назари ман ҳамин аст ки системаи давлатдории ҳар ду давлат як аст. Тоҷикистону Русия як система аст. Автократия, диктатура, системаи ҳифзи ҳуқуқ низ як аст. як камтар аз ҷиҳати техникӣ системаи Русия пештар аст, чунки интернет доранд, метавонанд нашр кунанд ягон чизро ва паҳн мекунанд, ба мардум, ба ҷомеа нишон медиҳанд. ин аз он нишон медиҳад ки аз ягон чиз онҳо наметарсанд ва аз сатҳи боло ин сиёсати даҳшатафканӣ ё ки террори давлатӣ, государственный терроризм тасдиқ ёфтааст. яъне ки чунин инструксия ҳаст, чунин як фармоиш ҳаст ки бештар чунин амалҳо нишон дода шавад. чӣ хел нисбати мо агар террор шавад, нисбати мо ягон амали ғайриқонунӣ шавад, мо қасос мегирем. мо анами хел қасос мегирем. шарт нест то суд равад, шарт нест ин эҳтимолияти бегуноҳӣ дошта бошад, надошта бошад. шарт нест ки мисол он пурсише ки дар он ҷо онҳоро мекунанд ки шумо барои чӣ пул гирифтед, кай гирифтед, ки ба шумо фармон дод, ба чӣ восита гап мезадед. ин ягон аз ҷиҳати қонунӣ ягон қувваи қонунӣ надорад ин пурсиш, чунки бе протокол пурсида шудааст. маълум нест ки кӣ инро мепурсад, муфаттиш инро мепурсад, намедонам таҳқиқ баранда инро мепурсад, кӣ мепурсад, чӣ хел қайд карда шудааст, ҳуқуқҳои ӯ ягон ҷо мо намебинем ки ҳуқуқҳои онҳо фаҳмонда дода шавад. ӯро аз дарахт, мисол якашро аз дарахт мефароранд, лату кӯб мекунанд, мебинем як параи рӯяш дар рӯзи дигар варам кардагӣ. судя ҳам чунин ҳолатро дида ягон вокунише ҳам нишона медиҳад ки оё шумо дар ҳамин ҳолат будед, чӣ хел буд. ҳарчанде ки дар расонаҳо лату кӯб, буридани гӯш, зуран ӯро хӯрондан, дигарашро бо асбоби электрикӣ шиканҷа додан нашр мешавад, мо намебинем ҳоло ва нашр ҳам намешавад ки ягон кас ба ҷавобгарӣ кашида шудааст ё ки не. ақаллан нисбати ягон кас таъқиби ҷиноятӣ ҳаст барои ҳамин шиканҷаҳо ё ки не. инро намебинем. ҳукумати Тоҷикистон ягон вокуниш нисбати ин накардааст ки мисол шаҳрвандони ман ҳарчанд гунаҳгор ҳам бошанд, хоҳиш мекунем, талаб мекунем ки тибқи қонун гуноҳи онҳо исбот карда шавад ва нисбаташон ягон чораҳои ғайриқонунӣ, маҷбуркунӣ истифода бурда нашавад. мо надидем. шояд гуфта шумо пинҳон кор мекунанд, савоб гирем гуфта дар он дунё. не ки дар ин ҷо савоб гуфтан лозим нест. бояд шумо ба ҷомеа нишон диҳед ки шумо ҳар як шаҳрванди худатонро дар дилхоҳ кишвари дунё, дар дилхоҳ шароите ки ғалтиданд, бояд шумо ҳимоят карда метавонед. дар ҳамон маврид мешавад гуфта ки шумо истиқлолият доред, шумо давлат ҳастед. акои Ҷамшед инҷо ҳакумат дар бораи савоб гуфтам, худованд ба савоб соҳибаш худаш аст. назари ман ин хел аст ки барои чи ҳукумат вокуниш намекунад, накард. Бинед ҳукумати Тоҷикистон не, ҳукумати Тоҷикистон чӣ хел ҳукумат ман мешиносам. ҳукумате ки дар рӯзи рӯшан мардуми худашро тирборон мекунад, мардумаш дар дохили хонаш беҳаққу ҳуқуқ аст. чӣ хел ки дар рӯшон дидем, чӣ хел ки дар хорух дидем, дар дигар минтақаҳо дидем, бесуда следствия парон мардуми худашро кушт, бесуду безодо. баъд Россия чикор кунад? шаҳрвандони худ қабул медонад, як амали дуруст ҳисоб мекунад, содир кардани чунин амалро аз тарафи дигар шарики стратегияш низ як чизи оддӣ ҳисоб мекунад. бале ҳозир агар ҳукумати Тоҷикистон фаразан хеста гуфт ки Россия ба ҷониби Русия
برای چی تو شهروند مرا گوشش بریدی؟ او طرف میگه که تو شهروند خودت در روز روشن گروه پروندی، توده پروندی. نه تو این قدر هم نمیگوید وای میگوید که کوردور نشد که باز همون وینتیکو را وزنین‌تر میکنیم وضعیت اون وایران میشه. اینقدر مهاجر مجبور برمیگردد میرود. خب کنید اینو هم اینا میدونم با فکرم اگر یگان کار هم کنند ما هم گفتیم من همین خیلی پنهانی گروه روان میشود اون گروه یگان کس با او هم صحبت میشود برمیگردد به تاجیکستان و سردارانشان اظهارات میکرد که خیلی ما رفتیم ما دیدیم در حقیقت پرونده آغاز کرده شده جمع آوری شده ایستاده است دلیل ها و یگان خطاگی رو ما ندیدیم. یگان خطاگی نیست. انتظاری رفع سودی میشه ما با سود روسیه باوری داریم حالا که نه با سود روسیه نه با سود تاجیکستان باور کردن در کار نیست نه با سودش نه با تفتیشاتش همین خلاص. حاضر دوستان از همه مهاجران مهنتی که در روسیه قرار دارن حالا افیر تماشا کرده ایستادن با اجازه اکو جمعیت با اجازه شما میگم اگر کسی خواهد وارد استودیو شده با یگان سوال منطقی از جهت حقوقی داشته باشد مرحمت بچه استودیو وارد کنیدان در همین جا گفتنی هم آبونه شدن به این کانال و فکر و نظرهای خودتون رو نوشتن فراموش نکنید دوستان. این برنامه هر هفته روز شنبه دوام میکنه. ما در آغاز 60 دقیقه گفته بودیم حالا دیگر 60 دقیقه پلوس شده است شاید که با 120 برابره. به هر حال هر چیز سوال داشته باشتم برای اکای جمشید همچون یک در مسائل حقوقی مرحمت اگر کسی در افیر باشد با چهرهش با نامش خیلی فرقش نیست اگر با چهرهش نباشدم شاید او در داخل باشد یگان حرفی گوید که بر ضرر خودش باشد بگذار به چهره باشدم لیکن سوالش منطقی باشد مرحمت. دوستان حرکت کنید. میخوام گفتن که من با دل خواه سوال منطقی نامنطقی میتونم جواب بدم اگر چیزی که ندونم میگم که نمیدونم. بله مقصد ما که سوال جواب چنین باشد که به مهاجر کمک کنه به مهاجر سیاست رو یک طرف مانیم به مهاجر کمک کنیم مرحمت اگر کسی باشد مرحمت. من مثال میخواهم با مهاجران خودم گویم که نه فقط یک روسیه هست مردم دیگر راهی اگر شما در تاجیکستان جای کار که نیافتید محتاج به کار هستید دیگر راهی دیگر دولت را یافتن در کار کمتر وقت خودتون رو با زبان آموزی مشغول کنید اقلا یک زبان انگلیسی در تمام کشورها به شما لازم می شود یک کسب یاد گیرید یک متخصص یگان ساحه شوید نمیدونم سوارشیک می یک چیز دیگر می یک کاری اقلا عادی ترین ولی زبان دانستن در کار و راههای یافتن در کار که با دیگر دولت ها اگر شما همین میگراسیون یگانه علاج پیشبرد زندگی باشد دیگر دولت ها رفتن در کار. حالا مثال امکانات ها با اروپا اومدن هست با کره هست با نمیدونم کدام دولت عربی قطر بود کجا بود یمن بود ویزا شده است. همین کشورهای اروپا با قوه کاری احتیاج خیلی بسیار دارن. من همین پولند که ما زندگی میکنیم همین قدر گریزه های از اوکراین آمدگی باز هم نیاز دارن. من مرحمت با این طرف کوشش کنید بیایید. فقط کمتر زبان دانستن در کار اینترنت صرفا رفتن در کار هیچ کس با پوره نمیتی مکتوبت راست با سفارت روان میکنی با شرکت ها میبرایی فقط زبان در کار از دوستان. بله بسیار تاجیکان ما وقتی سپوریدن همان حجت ها با سفارت لهستان با سفارت دیگر دولت های اروپایی که در تاجیکستان نیستند و در تاشکند هستند از خدمتی همون میانه رو استفاده میبرند. بله پاسرینیکو ما به پاسرینیک نمیتونیم برای که عقل و سواد نیست که همون هر لحظه همون سایت وزارت مثال میگیم وزارت لهستان در تاشکند رو کشوده بینیم که کدام وقتی ترمین کشوده شده است یعنی که وقتی بزرگی دعوت کردن همون رو گرفته وزنه چی میکنید که تو بچه‌ش رو زیر میکنید معنی باید دارد که فلان روز فلان ساعت شما خودتون با همون حجتاتون میروید و چی حجتی که دارید پیشنهاد میکنید. مثال اگر ما مثال یگان یاردم کرده توانیم در این مورد ما هم نیز یاردم کرده میتوانیم یک مصلحت میتیم مثال یا اینکه اگر ما یگان کارفرمای
ё бем ки дар ҳақиқат кафолат диҳад ки ҳамин одамро агар виза диҳанд ман ӯро ба кор мегирам ба ҷои манзил муваққатан ҳам бошад таъмин мекунам то якум маошашро гирифтан кӯшиш мекунам ки ба ӯ ман барои гирифтани ҳуҷҷатҳои легализатсияи ҳамин ҷо вид на жительство ёрдам кунам. Агар ин хел корхонаву ин хел ташкилотҳои боварнок бошад, мо низ метавонем ки ҳамин ба мигрантҳои худамон ҳамин корхонаро тавсия диҳем, то ин ки онҳо аз Русияи фашистӣ баромада ба як самти дигар раванд, як ҷаҳонбинияшон дигар мешавад, дар як муҳити дар ҳақиқат демократӣ зиндагӣ мекунанд ва ин ҳам боз бинед як манфиати дигар ба худи онҳо мерасонад, ба ояндаи онҳо ва ба кулли Тоҷикистон. Чанд қае ки одам дар давлатҳои диктатурӣ зиндагӣ мекунад ва фикр мекунад ки ҳамин дунё ҳамаш ҳамин хел будааст. вақте ки аз он берун мебароянд, озодиро мебинанд, ҳамин вақти баргаштан ҳамун идеяҳо қатраҳо оварда ба як пешбурдиву як пешравӣ мерасонад. мисоли оддӣ аз таърих биёрам, ола ҳеҷ кас хушшудагӣ нест. ҳамин ҷанги франсияу русия, ҷанги Наполеон, вақте ҳамин казаку мазаку ҳар як ҳамин одамҳои асримиёнагӣ гӯё зада Наполеон сур мекунанд, мебаранд то худи Франсия 1812 ҷанг сар мешавад, ба фикрам 15 тамом мешавад. Франсия ба даромадан ва баъд ҷазираи Элба ҳамчун равон мекунад. онҳо бармегарданд, мебиёянд, ҳамон идеяҳои озодӣ, баробарӣ, бародарӣ дар вуҷудашон мемонад ва ҳамин маҳз мешавад ки онҳо 1825 дар ҳамон майдони чиз Санкт Петербург баромад мекунанд, як кӯшиши ислоҳот мекунанд. декабристон гуфта мо мехондем, яъне ки онҳо чизе гирифтанд аз давлати озод, овардан ба давлати монархӣ, ба давлате ки подшоҳ дошт, монанди давлатҳои худамон. як сардор, хай номи инаш подшоҳу император, номи инаш президент, ҳеҷ фарқ надорад ки ҳамин Пётр якам Голландия омад, худи Пётр якам Голландия омад, ҳамон чӣ бигӯем киштисозиро ҳамин ҷо ёд гирифт, баъд рафту флоти Россияро ҳамон таъсис дод. бале барои ҳамин аз ҳамин муҳити фашистӣ, аз муҳити ки шумо фақат зери як таҳқир ҳастед, пинҳонӣ роҳ мегаред. ман будам дар Россия, дар ҳақиқат мебаромадем тарафи чап, тарафи рост, ҳамон мошини УАЗик ҳаст, нест, баъд мерафтем пинҳон шуда, бовар кунед, як таҷрибаи партизанӣ гӯё доштем. як вақт як замон Россия будам, гуфти шумо ки ҳамин УАЗику мошинои ҳамин ладаҳои милиса дигар дилзанак шуда будем. хона омадам Зафаробод, як рӯз аз хона берун баъд аз соатҳои 4 бегоҳ буда баромада як ҳавлиро давр мезанам, кӯча баромадам ки ҳамсоям начальник гаӣ будааст. як дом он тараф дар дом зиндагӣ мекунам. яке мошини гаиш хати омад, служебниш хати аз назарам гузашт, гуфт аз кор хонаш рафтад, аз хонаш кор рафтад. хулас яке пайдо шуда аз паворот баромад. ман дар Тоҷикистон дар хонам дастам тарафи киссам рафтааст. автоматик документро проверка кардан ки документам дар киссам ҳаст ё не. ин рефлекс шудааст. дар ҳамон ҷо худам рости гап камтар аламам карда буд ки моро ба кадом ҳолат оварда расондиган ки дар ҳамин дар хонатам дуруст қайд кардед. ҳамин рефлекс шудагӣ, мардуми мо мутаассифона ғайри шартӣ мешавад. рефлексҳо аз шумо ҳамин рефлекси шартӣ шудагӣ, яъне ки ҳамин чизро дидам бояд ҳамин амалро иҷро кунам ва ин як оқибати безеб низ дорад барои ҳамин муҳоҷирони мо. мисол ки онҳо мебинанд ки муроҷиат ба суд кардан, мисол ғолиб шудан дар мурофиаи судӣ бениҳоят кам ҳаст. хеле бисёри бад нест, бениҳоят кам ҳаст. бе ягон асос, бе ягон онҳоро гӯш ҳам намекунанд, депорт карда мешаванд. мисол аз ҳамин ҳодисаи Крокусро мегирем. оилаи бародарашро буд, кадоме аз ҳамин гумонбарҳоро, шавҳараш
не аз ҳамун Русия шавҳараш ӯро сар медиҳад ва ӯро депорт мекунад. ҷавобгарӣ дастаҷамъӣ. Барои чӣ депорт мекунед инро? Фақат барое ки хештабори ёки оилаи ҳамин аст ёки оилаи бародари ҳамин шахс аст. ӯ зан хоҳари яке аз гумонбарон аст. Хоҳари яке аз гумонбарон аст. Заргарова хоҳари яке аз гумонбарон ҳастааст. ҳоло шавҳари ҳамун ки ӯро яъне талоқ додааст, ӯрам овардагианд. Аммо барое ки мошин фурӯхтагия чико хулас мебарад аз рӯи бомдода хондам дар сомони bomdod.com. онҳо ҳама хеш табор, онҳо як мусафеди хати ду писараш маҳкам кардагианд. бале анмо яке аз ҳамонҳо аз рӯи навиштаи bomdod, агар хато кунам узр мепурсам, яке аз ҳамонҳо гӯё ки ҳамон шавҳари ҳамон зане ки ҳоли дигар депорт шудааст, дигар куҷо рафтааст номаълум. ҳамин хел мутаассифона ки ҳамин хел. ҳоло дигар муҳоҷирот чӣ кор бояд? ҳоди Валентин Чупик хеле маслиҳатҳои муфид дод. ҳоди шумоям як гапи хуб гуфтед. яъне ғайр аз Россия дигар ҷоро бояд бинад ин мардум. ин тоҷик дигар tokkаи ҳамон Россия падар Россия буд, худаш Россия, ҳоло фарзандаш дар орзуи Россия. се поколения, се насл дар орзуи Россия умрашона барбод додастанд. забон касб ё ки масалан ҳамин касби IT, технологияҳои пешрафтаи компютерӣ бисёр ҳоло ба ҳамин ниёз ба ҳамин аст дар ҷаҳон ки ҳамин мутахассисо бошад. мана ҳамин одамон хонанд, курс хонанд, мисол интернет бошад, одам метавонад ҳаминро аз худи ҳамин мустақилона каме ҳам омӯзиш гирад ва баъдтар баъд ягон курс равад хонад. ҳамеша дар фикри капату ламат набояд бошаду як фикри дигарам кунад, як тарафи дигар. ҳоло дар Русия истодан хатар аст дар ҳақиқат. ҳам аз тарафи полиция боздошт карда мешавед, лату кӯб карда мешавед. мана чанд мисол Валентина Чупик гуфт, бо оҳану арматур мезананд, ягон ҷо шикоят ҳам намекунед, ягон кас шуморо пуштибонӣ ҳам намекунад. ва ҳамон рефлекси шартӣ ба вуҷуд меорад дар шуури мардум ки милиса ё ки корманди қудратӣ ин ниҳоде аст ки чӣ коре хоҳад мекунад, чӣ дар Тоҷикистон, чӣ дар Русия. дар Русия ниҳоди ҷазодиҳанда шудагиам. ниҳоди ҷазодиҳанда. суд ин мақомоте аст ки бефоида аст ба ӯ муроҷиат кардан, чунки суд фақат тасдиқи қарорҳои ниҳоди ҷазодиҳандаро мекунад. ин шуурнокӣ вай дар ҳамин Русия аз ҷавонӣ пайдо мешавад, ҳаминро мебинад ва ба Тоҷикистон ки омад, дар Тоҷикистон ҳам ҳамин хеле фикрро мекунад. ҳарди онҳо як, ҳатто либосҳояшон ҳам як. инаш политсия, инаш милитсия не ки ҳама гӯё як хел, ҳама як система, як намуд. барои ҳамин дар Тоҷикистон ҳам хеле пассивӣ мешаванд, ягон кӯшиши тағйир додани ҷамъияту таъсир расондан ба ягон ҳаракату ҳодисаҳои ҷамъиятӣ надоранд. ақаллан ҳаминро ҳам ки наметавонед мағз шудаен, ақаллан дар бораи беҳбуди зиндагии худатон кунед. боз мегӯям, забон омӯзӣ, касб омӯзӣ, роҳҳои дигари муҳоҷиратро ёфтан дар кор. агар дар Тоҷикистон кор набошад, агар дар Тоҷикистон шумо имконият ягон тиҷорат кардан надошта бошед ё ки ягон навоварӣ натонистед оварда, дигар ҷоҳо, дигар роҳҳоро кофтан дар кор. бале хеле маслиҳатҳои муфид. яъне диди ки ҳамон ҷо ҳоло даргуҷои як ҳадис хонда будам, мегӯям ки вақте ки фаҳмид ки даргуҷои вабо ҳаст, он ҷо нарав. яъне даргуҷое ки мушкилӣ ҳаст, як бало ҳаст, он ҷо нарав. ҳамин рӯзо дар хабарҳоя мехоҳем ки тоҷико билетое ки яъне барои Россия рафтан харида будам, бозгардондем. ман ҳамин хабарро хонда рости гап хурсанд шудам ки дигар мардум чӣ мегӯм, яъне дарк кардан ки берасӣ ҳам метавонанд. ин якум вокуниши мардум ба ҳамин гӯшбурии заданою таҳқири тоҷико шуд ки билетҳошонро гардонданд. ин кори хуб шуд. барои чӣ? чунки онҳо якумаш бо ду гӯшашон мемонанд, дар хонашон мемонанд. баъдан ҳукумат вазифадор аст ки инҳоро бо кор таъмин кунад. то ки инҳоро
مجبور شوند اینها روند در مثل غلام اینجا کار کنن، با هم کلتک هم خورن، با هم هزار بلای بعد گرفتار شوند. هیچ کس نمیخواد اینو برای خودش، نه برای خودش میخواد، نه برای برادرش، نه برای دوستش. و همین خاطر من خودم از اینجا و مهاجرانی که در تاجیکستان هستن، در روسیه هستن، مهاجران تاجیک مراجعت کرده، گفتن دوستان بس است، بس است همین قدر خواری و زوری، بس است همین قدر مهنت و مشقت، سرسانی در یک ملک بیگانه. بله که شاید کدام از شما ها خانه در کرده، دیگر اونجا مکان کرده، لیکن اینها از 1001 نفر بوده است، از 10,001 نفر بوده است، لیکن اکثر تاجیک‌ها در یک حال وخیم قرار دارند. هیچ کس در روسیه گارانت نیست است که کفالت داده نمی شود که تو همین فردا صحت سلامت میمونی. برای همین میگم برگردید به وطن، برگردید. همون وطنی که حالا برق ندارد بهتر است از همون جایی که شما را خوار و زار میکنن، هم پول میتن هم گوشتان نمیبرن. برگردید. اکای جمشید شما میگم گفتنی باشد گوید به همین برنامه رو به آخر میرسانیم. ماه رمضان وقتی افطار نزدیک شد. مرحبا. من اکا بعد این سخنهای شما، بعد سخنهای والنتینا چوپیک، بعد اون که دیگر گفتیم، بغیر از اون توصیه هایی که دادیم، زبان آموزی، کسب آموزی، در حقیقت برگشتن در کار به وطن. من فکر نمی کنم که از گشنگی برید در وطن. همه شما یگان خانه و در داشته استید که از تاجیکستان برآمدید رفتید، برگردید بیایید. کسی که در حقیقت در روسیه منزل نکرده است و یگان کسب و کاری بالاتری ندارد، عادی ترین کارگرانی که مثال همچون چورنرابوچی، کارگرانی همه طرفه رفته هستید، بهتر شما برگردید و راههای دیگری پیش برد زندگیتون رو بینید. روسیه این جای نیست که شما حیات و سلامتی خودتون رو زیر خطر مونید برای رسوم شده. سلامت باشید آقای جمشید، خوش آمدید. رحمت که تکلیف ما رو قبول کردید. در این روزهای سخت برای مهاجران یک مصلحت باشد داده توانستیم. سلامت باشید. دوستان عزیز، همین بود برنامه امروزی ما. حالا در همینجا یک چی گفتنی هم برادران خواهشداری عاد این برنامه ما یک و نیم ساعت قریب 1 ساعت و 40 دقیقه دوام داد. ما هر خیل حرف ها رو شنیدیم، هر خیل اندیشه ها رو شنیدیم. این دنیا مردم عموما گوناگون هستند، همه با شما هم فکر نیست و شما هم با همه با یک خیل هم فکر نیستید. حالا فرضاً اینجا درباره شادروان کرامت شریفوف گفته شد، درباره زندانی سیاسی عزت امان گفته شد، درباره او 4 نفر در که حالا در با عیب عمل تروریستی دستگیر شدن در حق آنها گفته شد. این چی میگوید، هر یک سر هر یک فکر خودش را دارد، هر یک انسان نظر خودش را دارد. ما در همین آخر هم فقط همین رو گفتیم که گذشتگان را خداوند رحمت کند، از جمله کرامت شریف را، زندانیان را خداوند آزادی عطا کند، علال خصوص عزت امان را هم. من باور دارم که همون انسان ها وقتی که حالا در آزادی میشد با فرزند عزت امان با یک کاری خیر هم میکرد. نمیشود که انسان بی خیر باشد و هر کس نظری گفتار خودش را دارد. و خود خانم والنتینا چوپیک هم من میدانم که همیشه در کمک مهاجران هستند، مهاجران هستند که این را تصدیق میکنند. و همین خاطر مقصد ما از این برنامه، عموما مقصد تشکیل کردن از این برنامه تنها یک چیز است و همین مهاجر کمک کردن. برای مهاجر یک بارش را سبک کردن، یک مصلحت دادن که برای همون مفید باشد. شاید حالا کسی در یکی از مهاجر در یک کنج روسیه میگه که چیکار کنم، شاید از همین برنامه امروزه یک مصلحت برای خودش گرفت. دیگر باقی هر کس برای حرف خودش مسئول است، برای عملش خودش مسئول است. برای به همین خاطر حرکت کنید، در هیچ جا قانون ویران کنید نکنید و کوشش کنید به وطن برگردید. وطن رفتن در وطن را صاحبی کردن. میدانم در اونجا هم ظلم است، در اونجا هم گفته چه خیلی که همینجا والنتینا چوپیک گفت حکومتی هست که مردنش بهتر است. در اونجا هم یک حکومتی هست که روی راست مردمش را پرانده است، کشته است
ҳамин ҳукумат аст. аммо мо бояд вазъро тағйир диҳем. намешавад ки дар ҳамаш хомӯш бисти, аз ҳама ҷо гурезию дар ягон ҷо дигар худро паноҳ кавӣ. мо дигар илоҷ надорем, мо бояд ба ватан баргардем. тоҷикистонро мо бояд соҳиб кунем. мардумро, миллатро аз ин хорую зиллат бояд наҷот дод ва ин фақат дастаҷамона мешавад. дӯстон, ман дар алоҳидагӣ наметавонам, ҷамшед дар алоҳидагӣ наметавонад, фаразан ё кабирӣ ё дигар дар алоҳидагӣ наметавонад ин корро кард. фақат дар якҷоягӣ мо метавонем барои ҳамин миллат коре карда бошем ки то аз ҳамин хорую зиллат халос шавад. боқӣ худованд нигаҳбонатон дӯстон. агар ягон ҳарфи хатое гуфта бошем бо тамоми ҳамон чӣ мегӯяд меҳрубониятон мебахшед дигар умедворам ва умедворам ки аз ин барномаи имрӯза ягон чиз барои худ гирифта бошед. дар паноҳи худо бошед.